Здравствуйте! В эфире новости в студии Султания Ситакаева. Сегодня в программе. Какие предприятия Крыма соответствуют программе «Я гарантирую качество»? Героический подвиг нашего соотечественника. Судьба летчика Худуса Минзаде. В КИПУ имени Физии Якубова собрали робота-папарацци. Как отметил свой 30-летний юбилей Крымско-татарский театр? В Симферополе наградили лауреатов 5-го открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Правительство Крыма не преследует цель закрыть сафари-парк «Тайган». Об этом глава республики заявил на встрече с заместителем председателя Совета министров Республики Крым Андреем Рюмшиным. Но он отметил, что у контролирующих органов действительно накопилось много вопросов к руководству парка. По словам Андрея Рюмшина, уполномоченные лица выехали в парк, чтобы обсудить с Зубковым насущные проблемы, но тот на контакт не пошел. Мы предложили помощь и поддержку Олегу Зубкову в решении тех вопросов, которые необходимы для дальнейшего развития парка «Тайган», но он категорически не захотел идти на контакт. Видимо, в его планы не входит конструктивное решение ситуации. Ранее владелец зоопарка «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков заявил, что в случае принятия судом решения о закрытии его зоопарка он будет вынужден уничтожить 30 животных и предложил всем желающим, имеющим право на содержание хищников, забрать у него медведей. На мой взгляд, абсолютно понятна мотивация господина Зубкова работать под черным флагом, скрывая истинные размеры своих доходов. Понимаю, есть информация, что он в Португалии дом строит, деньги нужны. Однако это не повод, прикрываясь животными, распространять ложную информацию о действиях органов власти. Плюс наймиты его включились в процесс, распространяя ложь в социальных сетях и СМИ. Крымский мост будет охранять 115-я отдельная бригада особого назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации. Об этом сообщил директор Федеральной службы войск Национальной гвардии России Виктор Золотов на заседании межведомственной рабочей группы. С 1 октября принято под защиту узловые объекты магистрального газопровода Краснодарский край, Крым. Реализуются рекомендации о подготовке комплекса компенсационных мер по обеспечению безопасности железнодорожной составляющей транспортного перехода и подходов к нему с учетом реального состояния транспортной безопасности на объектах. Глава Крыма отметил, что благодаря поддержке Виктора Золотова и по поручению президента России Владимира Путина Крым полностью обеспечен всем необходимым техническим оборудованием для военных подразделений. Стараемся эти задачи выполнять. Могу сказать, что коллектив Росгвардии здесь точно так же готов к выполнению всех поставленных задач. Видим это со стороны взаимодействия с Минобороны, с ФСБ, с МВД, коллеги. Уверены, что крымская граница на замке, граница Российской Федерации, крымчанам ничего не угрожает. Поэтому верим в то, что 100% мы все задачи, поставленные президентом, вами, выполним в полном объеме. Также директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Крыма Сергей Аксенов оценили технические характеристики катера «Грачонок», после чего вышли на его борту в море. Корабль этого типа предназначен для борьбы с террористами в акваториях и подходах к ним. Заплыв осуществили вдоль Крымского моста, в ходе чего Золотов и Аксенов приняли парад проходящих мимо катеров. 5 предприятий Крыма подтвердили свое соответствие в программе «Я гарантирую качество». Лидерами стали Крымхлеб и Сакский молокозавод. Итоги подвели на заседании комиссии в Госсовете. Со стороны надзорных органов за соблюдение санитарного законодательства претензий к производителям и поставщикам пищевой продукции не было. В ходе мониторинга мы осуществляли выезд непосредственно на производство ко всем участникам, мониторили полностью технологическую цепочку производства от входного контроля сырья, вспомогательных материалов поступающих до приемочного контроля готовой продукции. Также в ходе этого мониторинга мы, после того, как выехали на мониторинг, проверили полностью документальное сопровождение всех технологических процессов и был осуществлен отбор проб продукции, и аккредитованные лаборатории проводили лабораторные исследования, по результатам которых все участники соответствуют требованиям как предъявляемых к качеству, так и предъявляемых к безопасности.
Праздничным концертом свой юбилей отметил Крымско-татарский театр. Вот уже 30 лет возрожденный Центр национальной культуры активно восполняет полувековые утраты народа. Единственный национальный театр крымских татар всего лишь за 30 лет объездил полмира и удостоился множества наград. Фатиме Сейдаметова побывала на торжественном вечере и готова рассказать, какие еще звания и награды получили крымско-татарские артисты. В холле звучит классическая музыка. Так гостей встречает оркестр Крымско-татарского театра. В зале очередной аншлаг. Теперь этот же оркестр в полном составе играет на сцене. Национальному театру крымских татар почти 120 лет. В его становлении большую роль сыграли такие руководители, как Дилявер Бекеров, Ильяс Бахшиш, Белял Белялов. Но в этот вечер отмечают 30-летний юбилей возрождения после полувекового трагического перерыва. Значение Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра в Крыму, в Республике Крым, очень сложно переоценить. Это уникальный театр с уникальным коллективом, репертуарной политикой, слаженностью, дружностью коллектива. То, как мы видим, сколько постановок, какие аншлаги, говорит о том, что театр всегда будет востребован. Театр сегодня очень хорошо работает. Буквально за последние 3 года количество новых пьес, спектаклей значительно увеличилось. Среди гостей ценители искусства и верные зрители. Руслан Сакаев раз в месяц обязательно посещает любимый театр. Помнит, каким это здание было 30 лет назад. В 90-е годы театр был другим внутри. Были другие кресла, другие артисты. Сейчас зал изменился. Наш театр развивается. Вместе с ним развивается и наш народ. А вот Рифат Сейтаблай в возрожденном театре с первых дней его существования. Сегодня наш театр выполняет очень много функций. Воспитывает, восстанавливает культуру, радует и, самое главное, сохраняет наш язык, говорит актер. Я всегда горд и благодарен за то, что у меня есть возможность служить своему народу, работая в Национальном театре. Для меня это большая честь. И вот за столько лет непрерывной службы Рифат Сейтаблаев и балетмейстер Алим Белялов удостоились почетного звания «Заслуженный артист Республики Крым». Приятно, отрадно то, что в год театра вот так совпало. Мы празднуем юбилей нашего прекрасного театра с момента возрождения. И для нас, конечно, театр, все-таки культура, образование, наука – это вот те столпы, на котором держится любой народ. Не было бы легендарного возвращения в Крым, если бы не Крымско-татарский театр, убеждает председатель Госкомнадзора Альберт Кангиев. Народ, который хотели уничтожить, нашел в себе силы вернуться на свою родину. И в первую очередь благодаря тем людям, которые служат театру, которые служат искусству. Их предшественники, они сами и их последователи, я больше чем убежден, будут творить, сохранять и развивать нашу культуру и язык. И все, что связано с культурой крымско-татарского народа. Единственный в мире крымско-татарский театр гастролирует, покоряет родного иностранного зрителя и непрерывно пополняет сокровищницу наград. Сегодня кораблем сценического искусства руководит Меджидия Мильгазиева. Сегодня наш театр живет, в нем проходят такие торжественные мероприятия. Иншаллах, в будущем наш театр выйдет на более высокий уровень. Теплые слова пожеланий, благодарственные письма, цветы и подарки – свидетельство тому, что один на весь мир крымско-татарский театр – гордость целого народа, который следует по правильному пути. Телеканал «Милет» присоединяется к поздравлениям и желает дальнейшего процветания нашим соотечественникам. Фатиме Сейдаметова, Виталий Голубев, телеканал «Милет». 78 лет назад именно в этот день летчик Худус Минзаде совершил героический подвиг. Десятилетиями его считали без вести пропавшим. Оказалось, Худус Минзаде погиб в обороне Москвы в воздушном бою. Как родные советского летчика узнали о судьбе родственника, расскажет наш корреспондент Айша Шулакова. Этот снимок я взяла из газеты, отдала фотографу, он его увеличил. Это фотография лейтенанта Худуса Мензаде. Здесь ему 23 года. Единственное, что осталось на память его племянницы Умие Османовой. О дяде помнит по рассказам матери. Летчик видел ее лишь раз в жизни. Было это весной 40-го года.
Я была младенцем, когда дядя приехал в отпуск к нам в село, взял меня на руки, а потом спрашивает у мамы, почему она постоянно спит, подержит меня на руках, потом снова укладывает в люльку. Это был последний раз, когда родные видели Худуса. Началась Великая Отечественная война, и младшего лейтенанта отправили на фронт. В одном из боевых заданий его самолет был сбит в небе над Бужарово в конце ноября 1941 года. Именно здесь, в районе реки Истры, был нанесен сокрушительный удар немецко-фашистской армии, который стал одним из самых главных в битве под Москвой. Мой дядя и штурман успели выпрыгнуть с парашютами из горящего самолета в разные стороны. Штурман выжил, но моего дядю больше не видел. Долгие годы Худус Аминзаде считали без вести пропавшим. О жизни советского летчика известно мало. Родился он в 1918 году в деревне Сарабус, ныне Гвардейская под Симферополем. Работал актером в Крымско-татарском театре. В 1937-м поступил в военную школу летчиков в Севастополе, затем воевал. Последняя запись его послужной карточки: не вернулся с боевого задания. Нам даже не сообщили, что он погиб в 1941 году. В таких случаях всегда сообщали телеграммой, но нам ничего не отправили. Спустя 70 лет после падения самолета поисковики смогли найти его останки. Благодаря фотографии из архива. По ней определили местность, где произошло крушение. Родную племянницу Худуса Аминзаде смогли найти уже сотрудники Крымско-татарского музея и культурно-исторического наследия. Теперь имя крымского героя увековечено под Москвой. Там на месте падения самолета открыли памятник советским летчикам. На обелиске высечены имена лейтенанта Худуса Аминзаде и штурмана Ивана Брызгачева. На открытие памятника приехали родственники племянницы Ивана Брызгачева из Рязанской области и Худуса Аминзаде из Крыма. Там действительно само место, жители вот этой деревни Бужарова, они все так активно на это все отреагировали. Да, спасибо им Было большое, спасибо. Очень проведено такое грандиозное мероприятие, связанное с этим. И такое ощущение было, что вот эти два летчика, которые погибли там, они были для всех родными, не только для нас и для родственников Брызгачева. Останки летчика Худуса Аминзаде до сих пор не найдены. Поисковые работы продолжаются. Айша Шулакова, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. Роботы и лазер в КИПУ проходят недели факультетов. За 5 дней каждый показывает специфику обучения, проводят мастер-классы и открытые занятия. С 25 по 29 ноября неделя инженерно-технологического факультета. Чему и как сегодня обучаются студенты, расскажет Эльмас Аблакимова. В аудитории студенты собирают роботов на скорость. Так продолжается неделя инженерно-технологического факультета в КИПУ. Кстати, снимаем стендап мы на робота, которого они недавно собрали. Это робот Папарацци. Он развивает скорость до 30 км в час. В руках телефон, пульт управления роботом, повороты на 360 градусов. Чтобы его собрать, техники потратили около часа. На очереди более сложная машина. Робота-бармена. А что это за робот? Что он делает? Автоматически из бутылки наливает стакан любые напитки. И за сколько его можно собрать? Примерно пытаемся определить. Может, больше часа. Механика, электроника и заданная программа. Без этого робот – обычный конструктор. Под руководством человека маленькие машины переносят технику и летают. С помощью обычного телефона попробуем управлять роботом на специальной воздушной подушке. Он может, кстати, как на суше ездить, так и плавать на воде. Так. Ой! Сбор робототехники – одна из дисциплин университета. В новом году планируют открыть и обучающие курсы для школьников. Наш век информационных технологий без робототехники, автоматизации производства, услуг мы не можем сейчас пройти. Одно дело, когда мы раньше показывали это на пальцах или при помощи каких-то картинок, или плакатов. Сейчас наши учащиеся могут сами собирать, сами программировать тех роботов, которые они выдумают. В этой аудитории мастер-класс по лазерной обработке материалов, пластика и дерева. Отечественный аппарат выжигает заданные фигуры. Для начала задаем параметры чертежа здесь на компьютере, затем нажимаем одну кнопку и пошла работа. И буквально через полминуты забираем готовый продукт.
Сегодня на факультете обучаются 400 студентов. Они смогут работать в отраслях промышленности, энергетики и коммунальном хозяйстве. Сварщик в классическом понимании, как мы все привыкли видеть, мужчина с баллоном газа или с обычным аппаратом электродом, уже изжил себя. Сейчас сварка используется везде. Неделя инженерно-технологического факультета завершится 29 ноября. За это время проведут еще несколько мастер-классов с применением современной техники. Эльмас Аблакимова, Герай Абдулаев, телеканал Миллет. В России зафиксировано рекордное число вакансий – больше 1 миллиона свободных рабочих мест. Самый большой показатель в Москве – 170 тысяч, в Крыму значительно меньше – на 4 тысячи безработных, 15 тысяч вакансий. Больше всего требуются слесари, водители специальных машин и стропольщики. Это связано с большим количеством строек объектов федеральной целевой программы. Найти работу предлагают в интернет-порталах «Работа в России» и «Skills.net». Он в России с 2018 года. Там же можно найти рабочее место без опыта работы. Работодатели нашли такую возможность, и если сейчас вы обратитесь к интернет-ресурсу «Работа в России», вот по Республике Крым, есть предприятия, организации, которые предлагают трудоустроиться с возможностью прохождения стажировок, что немаловажно для молодых людей, которые впервые начинают свою работу. Украденный автомобиль вернут хозяину. Сотрудники госавтоинспекции в оперативном режиме отреагировали на заявление об угоне и нашли злоумышленника достаточно быстро. Он был в нетрезвом состоянии. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и грабеж. Мужчину задержали. В отношении гражданина сотрудниками ГИБДД составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП Российской Федерации. По факту угона отделом дознания ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Почти 50 килограммов БАДов пытались вывести в Украину из Крыма. В армянские таможенники во время проверки задержали 2 гражданок соседнего государства с габаритной ручной кладью. У одной нашли более 1000 единиц биологически активных добавок весом 20 килограмм, а у второй 17 килограмм. На допросе от товара отказались. За вознаграждение они должны были переместить его через границу Евразийского экономического союза. Багаж у них изъяли, на нарушителей возбудили уголовное дело по факту административных правонарушений. Женщинам грозит штраф в размере 2-кратной стоимости товара. Крымские интерны выехали в Кольчугинскую участковую больницу для оказания медицинской помощи. Практическое задание для молодых специалистов прошло под руководством опытных врачей-преподавателей. Справились ли студенты с задачей, расскажет Севиля Меметова. Студентка 4-го курса медицинской академии имени Георгиевского осматривает жительницу села Кольчугино. Диагноз 75-летней женщины – ишемический инсульт. Сейчас ей ставят капельницы и дают необходимые медикаменты. Приятно, вот, когда такие доктора будут у нас в будущем работать, потому что мы пожилые люди уже в возрасте, знаете, капризные, вот что-то, как бы, что-то хочется лучше, больше. Спасибо большое, спасибо огромное девочкам, что навесили нас, проведали. Я думаю, хороший медперсонал будет из них. Студенты проходят практику в отделении паллиативной помощи Кольчугинской участковой больницы. Здесь лечат пожилых людей с разными историями болезней. Была задумка такая, что студенты увидели тех больных, которые лежат в селе, увидели и посмотрели, как это все происходит, чтобы у них не было какого-то страха перед работой в сельской местности. Ну и в то же время они бы понимали бы все, в общем-то, плюсы и минусы работы в сельских амбулаториях и так далее. Это уже 4-й выезд студентов медицинской академии в Симферопольские районные больницы. До этого практические занятия проходили в Гвардейской, Перовской и Пионерской поликлинике. Так студентов приближают к сельскому здравоохранению. При первичном осмотре медики студенты узнают имя, фамилию пациента и его жалобы при поступлении. После меряют давление, пульс, слушают сердце и легкие.
Задача медиков за короткое время узнать как можно больше информации о болезни пациента, чтобы суметь поставить предварительный диагноз. Сердечный ритм в норме, тонус звучно-ритмичные, ЧСС 72 удара. Итоги обследования интерны озвучивают преподавателю. Именно он и определяет, справились ли студенты с заданием. Их чудодейственное превращение в докторов, это происходит не за один день, не за одно занятие. Все 6 лет, которые они учатся, они этому учатся, понимаете. И самое главное, чтобы они в сознании поняли, что они уже доктора. Я думаю, что они, в общем-то, справляются с заданием, и я думаю, что у них есть желание, есть интерес. В Симферопольские районные больницы медики будут выезжать 2 раза в неделю. Организаторы уверяют, такой формат сотрудничества эффективно повышает практическую подготовку студентов и совершенствование профессионального роста кадров. Севиля Меметова, Эльдар Заитов, телеканал Милет. В Крымско-Татарском музее подвели итоги выставки «Страницы истории Восточного музея» из фондов Ялтинского историко-литературного музея. В Симферополе экспозиция открылась более 2 месяцев назад. В коллекции довоенные фотографии, старинные предметы быта, национальная вышивка, полотенца, холодное оружие и доспехи воинов. К этой выставке организаторы готовились более 1,5 лет. Мы, конечно, не все, что хотели, привезли. Мы не привезли, может быть, и перегородчатые эмали побольше, хотя у нас одна из лучших коллекций и слоновой кости. Тоже помещение небольшое, нам бы хотелось показать все самое лучшее, что сохранилось в музее. Каждый из участников круглого стола выступил с докладом. Преподаватель КИПУ Нариман Абдульваапов рассказал о рукописях из коллекции Восточного музея в крымоведческих исследованиях 20-х годов прошлого века. Рукопись была ценная. В 1928 году она была приобретена Якубом Кемалем. Это золотоордынского времени знаменитая рукописное богословское произведение, собственно, написанное на основе хадисов пророка, Нехчульфера хадис, датируется примерно 1358 годом. Очень известный и важный памятник золотоордынской литературы, тюркской литературы. На тот момент было известно всего лишь 2 рукописи, 2 списка этого трактата, и у нас был 3-й. Он фигурирует во всех энциклопедических, во всех работах, монографиях, которые связаны с этим золотоордынским памятником. И ему посвятил отдельную статью Якуб Кемаль. В планах крымских ученых и специалистов, музеев и библиотек ввести в научный оборот старые книги на арабице и популяризировать историю и культуру Крыма. Саму выставку в Крымско-Татарском музее можно посетить до 6 декабря. Музеи Крыма бьют прошлогодние рекорды. За этот год более 1 миллиона детей посетили памятники истории. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления музейного библиотечного дела и образования в сфере культуры Министерства культуры Республики Елена Эмирова. Число посетителей увеличилось за счет детей. На сегодняшний день каждый ребенок в возрасте до 16 лет из любого региона или страны может бесплатно посещать культурные учреждения. Крым – это уникальная сокровищница, естественный музей, хранящий тайны тысячелетий. Сколько лет назад человек именно на это обратил внимание. И действительно, Крым – это уникальный ресурс археологических, исторических, культурных памятников. И используя их, конечно же, мы содействуем своим сегментам музейным развитию туризма в Крыму. В Симферополе наградили лауреатов 5-го открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы». В течение недели конкурсанты соревновались в 12 компетенциях по различным направлениям профессионального образования. Чемпионат проходил в 3 городах и собрал более 100 участников. Руслан Минаев побывал на чествовании победителей. В здании Совета министров награждают лауреатов и победителей регионального чемпионата WorldSkills. Элина Сейдаметова – победитель в компетенции «Технология моды». Пошивом занимается уже 3 года. На соревновании ей нужно было сшить платье за 8 часов. Сама переживала и все. А так, вроде бы, не совсем тяжело было. 5-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проходил неделю. За это время более 100 конкурсантов пробовали себя в 12 компетенциях. Победителям каждой вручили сертификаты на стажировку на предприятиях Крыма. Только покорение вершин и только вперед. Это для вас только старт. Для того, чтобы кто-то из вас в будущем стал руководителем крупного предприятия,
собственного предприятия. В качестве конкурсных площадок организаторы выбрали 5 учебных заведений в 3 городах – Симферополе, Ялте и Евпатории. Лучшим сварщиком по итогам чемпионата стал 16-летний Асан Хусайнов. Необычное ремесло выбрал не случайно. Асан признался, эта профессия передается в их семье из поколения в поколение. Брат сварщик, дядя сварщик. То есть ты уже сварщик в династии, да, так сказать? Можно и так сказать. Помимо юных участников, в конкурсе соревновались и взрослые. Категория «Навыки мудрых» была представлена 3 компетенциями – сантехника и отопление, технология моды и хлебопечения. Победители каждой компетенции в составе сборной Крыма отправятся на всероссийские соревнования WorldSkills, которые пройдут в 2020 году в Кемеровской области. Руслан Минаев, Эльдар Заитов, телеканал «Милет». Крымский гамбит 2019. Первый юноармейский шахматный турнир провели в Симферополе. Его посвятили 75-летию Великой Победы. Несмотря на то, что до этой даты еще целых полгода, турнир организовали сегодня. Участвовали школьники и студенты. Продолжит Эльмас Аблакимова. В библиотеке КФУ имени Вернадского напряженная атмосфера. Здесь начался шахматный турнир. Всего 10 пар, и участников определяли с помощью компьютера по специальной швейцарской системе. За победу в первом раунде ребята получают 1 балл, затем переходят в следующий. Всего таких раундов 7. 64 клетки на доске – настоящие сражения. Как говорят гроссмейстеры, шахматы – это искусство, наука и спорт. Первым партию завершил юноармеец Владислав Расторгуев. Он 6 лет занимается шахматами. Соперника обыграл буквально за 5 минут. Он наступал на меня, хотел забрать, несколько фигур забрал, но все равно в конце партии я его выиграл. За столами участники со всех регионов полуострова. Их разделили на 2 группы – юноармейцы и студенты. Гульназ Ибрагимовой хватило 10 минут, чтобы поставить мат. Она очень спокойно играла, много думала. Может, поэтому мне и получилось одержать победу. Мне нравится вообще сама схема игры. Вообще, как она составлена. Гамбит – начало шахматной игры. Ради скорейшего перехода в атаку на доске жертвуют пешкой. В крымском гамбите 2019 обошлось без жертв. Человечество очень любит эту игру, играет в нее, пытается раскрыть все секреты, они бесконечные. Открывает новые какие-то грани этой игры. Турнир завершился спустя 4 часа. Лучшим оказался шахматист из Ялты. Он занял 1-е место. Остальных призеров наградили кубками и грамотами. Эльмас Аблакимова, Виталий Голубев, телеканал «Милет». Это все новости на сегодня. После небольшой рекламы смотрите прогноз погоды на телеканале «Милет». Всего доброго.